Приветствую вас, мои овны, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю 6 по 12 мая. Смотрим с вами на круглой колоде 5 карт. Одна — это настроение, 4 основные сферы жизни. Кубики участвуют в раскладе, и в конце еще буду считать совет для вас. Смотрим, овны, с 6 по 12 мая. Покажите мне прогноз на неделю для овнов. 4 основные сферы и настроение. 5 карт подряд. Овны. Настроение, личная жизнь, работа, учеба, деньги и ваше здоровье. Так, теперь кубики. Покажите мне, пожалуйста, информацию для овнов в период 6 по 12 мая. Овны. Пятый дом. Пятый дом отвечает за ваше хобби, увлечение. Может быть, еще, если вы любите, например, там, с детками возиться, с внуками. Пятый дом — это еще часто дети, внуки. То есть это вот пятый дом всегда показывает, что нужно порадовать себя, заняться какими-то любимыми вещами, либо любимыми людьми. То есть уделить этому время побольше. Ну и плюс еще Венера тоже. Венера — это у нас планета любви, планета хорошего настроения, счастья, такой вот, знаете, молодости, красоты. То есть когда нужно заняться собой, внешностью, отношениями, любовью, детьми. То есть всем, что доставляет тебе удовольствие, скажем так. И знак зодиака Дева. Общение с девами. Так, ну смотрим теперь настроение. Интересно, будет соответствовать Венере и пятому дому? Нет. Совершенно нет. Вот поэтому, кстати, они и выпадают. Пятый дом выпадает и Венера. Они как бы, ну, может быть, Венера немножко поменяет к концу недели, вы станете чувствовать себя получше. Потому что десятка мечей — это как раз наоборот. Это состояние подавленности, разбитости, когда я потерпел какое-то крушение, провал, что-то пошло не по плану, я с кем-то расстался, отношения закончились. Это когда, вы знаете, какой-то период в жизни, под которым мы подвели черту. И это такая очень болезненная, очень неприятная черта. И вот это очень сильно сказалось на настроении. Поэтому и пятый дом говорит, тебе надо уйти от этого состояния и наоборот порадоваться, да, вот там выйти на улицу, погулять, то есть как-то переключиться. Переключиться надо. Возможно, Венера вам поможет в этом деле, она как-то вот постарается вас увести от этого состояния, потому что состояние очень тяжелое по этой карте. Давайте посмотрим, есть ли повод, то есть это из-за чего-то произошло или это просто у вас такое настроение. Смотрим, личная жизнь. Король жезлов, это вы, скорее всего. Опять же, да, то есть все внимание идет на меня в семье, да, то есть не я уделяю внимание другим, а я наоборот привлекаю внимание к себе, то есть мне хочется, чтобы меня пожалели, чтобы меня как-то утешили, обратили внимание, погладили по головке. А ну сейчас я спрошу. Я же правильно поняла, что король жезлов — это овны, которые вот максимально тянут одеяло на себя в семье? Я правильно поняла, да, нет? Ну да, человек мне показывают. Да, король мечей. Да, человек. Ну, хотя в целом ответ нет, но мне же человека показали, поэтому да, это вы. Хорошо, покажите мне, как овен будет взаимодействовать с членами семьи. Одной картой покажите мне. Взаимодействовать с членами семьи. Ну, такие отношения, знаете, спокойные, я бы даже сказала, больше рабочие. То есть если я и обращаюсь к кому-то зачем-то, то это потому, что мне что-то надо, а не потому, что вот мне хочется там проявить какие-то чувства там или еще что-то. И еще такие могут быть скучные отношения по этой карте, да, вот как день сурка, одинаковые, однотипные. Поэтому, ну, карта такая, то есть она показывает, что вы вообще мало внимания уделяете членам семьи. Вот как будто вы дома один или одна. Тут скорее надо вот к вам проявлять какой-то интерес, потому что вы проявлять интерес не будете, у вас не то состояние сейчас по десятке мечей. То же самое касается, если вы один или одна, и вам было интересно, будет ли знакомство. Если бы здесь была другая карта, настроение, я бы сказала, да, может быть, а так нет. Если только в вашу сторону будут проявляться, тогда может быть и то там маловероятно по этому настроению.
Смотрим дальше. Работа. Ага, это на работе, слушайте, это с работой связано. Поэтому мне здесь выпадала восьмерка пентаклей, она показывает, у меня там столько проблем на работе, что мне пока не до отношений. Карта жертвы, карта повешенного, она всегда выпадает как предупреждение, что вам придется посмотреть на ситуацию по-другому, вверх ногами, понимаете? То есть карта предательства, еще десятка мечей. То есть вы можете увидеть какого-то человека в нехорошем свете. То есть ваше представление об этом человеке поменяется кардинально. Допустим, вы дружили, стал врагом. Или какая-то ситуация на работе может поменяться кардинально, да, вот буквально на 180 градусов. Это ступор, да, то есть когда у нас идет, знаете, вот в работе что-то замирает, вот как будто парализовывается работа, нет никакого развития, все стоит на месте, ломается какой-то очень важный там механизм, инструмент какой-то, и мы не можем работать. Тоже карта может показывать, и это для меня как конец света. У меня там срочно были 3 заказа, а у меня поломался инструмент, я не могу работать, да, то есть конец света. Еще вариант, еще это, знаете, что может быть, когда человека делают, ну, простите за такую фразу, козлом отпущения на работе, да, то есть когда, например, мы работали коллективом, командой, что-то не получилось, и все повесили на меня, всю неудачу повесили на меня. Поэтому смотрите, вот может у кого-то проиграться таким образом, что на этой неделе на работе вас делают крайним. Сразу вот будьте к этому готовы. Смотрите, видите, много. Десятка всегда показывает, что я был не один. Со мной были другие люди. Но почему-то именно вы оказались крайними. Может быть, вы там больше всех делали. Может быть, коллектив решил, что вот надо на вас, да, вот повесить все это, и так будет как бы всем хорошо. Так что вот у меня ощущение, что на работе вы можете пережить какое-то предательство со стороны вот там людей, с которыми общались. Может быть, даже так. Поэтому, вот видите, это поведение, оно оказывается не беспочвенно, есть повод, и повод этот связан с работой с вашей. Если вы не работаете, это может быть какое-то дело, например, дело, которое не получается. Ну вот вы там планировали что-то сделать, а карта говорит, все пошло наоборот, наперекосяк. Если вы ищете работу, то опять же нет. Повешенный говорит, ситуация затягивается, что-то там все вот, или если работа находится, она не такая, как вы хотели, в общем, все не так. Нужно искать по-другому, повешенный говорит, нужно подходить по-другому к поиску. Ты как-то ищешь не там или не то, поэтому и не находишь. Смотрим деньги. Карта сила, опять же, карта сила говорит о борьбе, о том, чтобы что-то получить, мне приходится прикладывать усилия, включать характер, мне нужно быть очень таким, знаете, смелым, никого не бояться, мне нужно отстаивать себя, свою позицию. Возможно, даже вот эти ситуации будут связаны, рабочая и финансовая. То есть эта карта, опять же, говорит мне о борьбе, что мне приходится бороться. Опять же, эта карта даже, она, знаете, как вам советует не сдаваться, потому что вот эта карта говорит, что в какой-то момент вы опустите руки и скажете, ну все пропало, ну уже ничего не сделаешь. А эта карта говорит, подожди, еще не все пропало, еще надо попробовать, да, то есть не нужно включать жертву, не нужно думать, что ты бедный и несчастный. У тебя еще все может получиться. Ты можешь эту ситуацию как-то вот исправить, изменить, что-то получить из этой ситуации для себя. Но в крайнем случае вынести какой-то урок. Понимаете? Поэтому тут вот очень важно не сдаваться по карте сила. И, возможно, вы что-то для себя еще и выгадаете. Смотрим здоровье. Рыцарь мечей. Тут, кстати, еще и здоровье может быть. У кого-то может вообще проиграться, как почему работа останавливается. Потому что у меня тяжелейшее физическое состояние. Десятка мечей, это, знаете, как вот прям, ну, может быть, это громко сказано, при смерти, но это когда вот прям у меня нет ни сил, у меня нет вообще ничего, вот ни капли жизни внутри меня нет. Операция может быть, рыцарь мечей может показывать операцию, например, у человека, когда тяжелое состояние, послеоперационный период, когда тебя там буквально чуть ли не надо не с ложечки кормить, понимаете, то есть когда у человека руки-ноги не поднимаются, он не двигается. Вот десятка мечей это у нас хребет, видите, у него ножи в спину, да, то есть вставлены. И повешенный – это тоже обездвиженность, то есть это когда вот нога, рука не работает, спина не работает, я не могу двигаться, у меня вот ограниченные движения. И вот как раз рыцарь мечей мне тоже об этом говорит. Это может быть травма, например, какая-то перелом.
которая вот вас остановит в движении. Вы больше какое-то время не сможете вот быть активным в работе, да, то есть карта показывает, что все останавливается. Поэтому для вас здесь, Овны, однозначно предупреждение идет на эту неделю, вот с 6 по 12. Вам надо постараться беречь себя по рыцарю мечей, не попасть, высота, кстати, еще тоже, падение с высоты может быть, поэтому держитесь подальше от высоты, операции, то есть все это вот какие-то проблемы со здоровьем, и они останавливают вашу работу и добавляют вам расходов в финансах. Ну и, соответственно, в личной жизни карта показывает, какая личная жизнь, мне нужно сейчас заняться собой. Да, вот сначала восстановиться, вылечиться, и потом только личная жизнь. Поэтому вот так. Ну или второй вариант – это проблемы на работе, которые скажутся на вашем здоровье по рыцарю мечей. То есть вы резко почувствуете себя плохо, потому что нервное вот это перенапряжение, которое здесь будет, оно вот даст потом осложнение на физике. Часто по этой карте идет проблема с дыхательной системой. То есть когда человек задыхается, там задышка, одышка и так далее. Поэтому может быть даже так. К сожалению, но вы видите, я тут не могу вам ничего хорошего. Я бы хотела, да, вот какой-то хороший прогноз для вас рассказать. Ну, моя задача вас предупредить. Может быть, вам удастся избежать этой ситуации, будет все хорошо. Сейчас я еще посчитаю совет. Сейчас, секунду, достану. Смотрим совет. 10 плюс короля не считаем 12, плюс 11. И рыцаря тоже не считаем, 33. 3 плюс 3 получается 6-й старший аркан выпадает как совет, а это аркан выбора. Да, то есть это такая, знаете, развилка, скажем так. 6-й аркан – это развилка. У меня есть два варианта – пойти этим путем или этим путем. Да, то есть мне или сдаться, или бороться. И выбор будет за вами. Также это еще у нас аркан партнерства, союзов. То есть, возможно, здесь карта говорит, вам нужен кто-то, плечо такое, знаете, на которое вы можете опереться. Потому что в этой ситуации, когда тяжело, мне нужен кто-то, кто мне в этой ситуации, ну, как бы поможет, да, кто станет моим тылом, моей вот опорой. Потому что человеку одному тяжело переживать вот такие периоды. Так что вот посмотрите, у вас в окружении, возможно, есть такой человек, на кого вы можете положиться, кто может в этой ситуации как-то вам помочь, там и со здоровьем, или там на работе с вот этими вопросами. Так что вот совет еще оглядеться вокруг. Есть люди, которые готовы вам помочь. Возможно, это Дева, потому что Дева выпала как знак зодиака. Благодарю за внимание, умные, и жду вас на своих новых видео.